Дмитрий Занединов, победитель международного турнира, 15-го международного турнира памяти заслуженного тренера РСФСР Дмитрия Петровича Коркина в весовой категории до 86 килограммов. Ну, во-первых, поздравляю вас с очередной победой в якутской земле. И как для вас прошла вот финальная схватка? Спасибо большое за поздравления. Всегда приятно бороться в Якутске. Зрители такие хорошие. Большая трибуна забита зрителями. Борьбу здесь очень любят у вас. Финальная схватка прошла напряженно. Видели счет 1-1, как бы особо без каких-то действий. Как говорится, фартануло. Не фартануло, удача улыбнулась мне сегодня больше. И ничего вот такого сверхъестественного не произошло. На протяжении всего турнира было как бы не просто, так скажу. Как бы вроде в тех кондициях все было хорошо. Как бы, ну, получилось так, как получилось, и, слава богу, выиграл. Как-то так. Вот после этого турнира будет турнир тоже Александра Крылова, который вы, я помню, вы выиграли 1 миллион рублей в числе победителей, когда-то было такое. Планируете на этих соревнованиях в этом году? Дважды боролся на турнире Крылова, да. В том году выиграл, позапрошлом тоже году выиграл. 1 миллион рублей первый раз выиграл. Хороший турнир, нравится мне. В этом году он уже через 2 недели, получается, будет. Не знаю, сейчас с тренером пообщаемся, с тренером. Болячки, наверное, травмы надо долечить. Если, я думаю, все хорошо, через 2 недели приеду. Как бы, ну, пока так, пока не скажу, что точно приеду. Ну, как бы планов было. Просто на тех выходных боролся Южно-Сахалинский. Сегодня в Якутске уже каждую неделю шахтерская слава была перед этим. Каждую неделю летаю куда-то, на всех соревнованиях борюсь. Как бы, ну, и больше из-за этого такое самочувствие немножко, ну, сам организм все равно каждую неделю на соревнованиях бороться, где-то вес подогнать немножко, где-то настроиться эмоционально немножко. Я думаю, посмотрим, 2 недели до Крылова есть, травмы залечу, думаю, чуть самочувствие поправлю, настроение подниму себе, думаю, все хорошо будет. А вот для меня интересно, когда вот доставляет больше удовольствия, когда 10-0 выигрываешь или, вот, допустим, 1-1 вот по последнему баллу выигрываешь, что больше доставляет удовольствие? Знаете, от схватки зависит. Бывают такие схватки, от которых ты эмоции получаешь очень сильно, а иногда ты на результат. Например, вот ты выиграл схватку, да, и, например, там, а вот когда ты турнир уже выиграл, ты уже сознаешь, да, что ты все победитель турнира, да, вот, например, на данный момент, да, есть опустошение, такая легкость, уже все закончилось. На протяжении 2 дней ты был постоянно в тонусе, плохо спал, где-то там не доедал, а сейчас такое опустошение, все закончено, да, турнир выигран, как бы уже легкость такая, как бы, от схваток много зависит, с кем в финале борешься, например, как бы в финале не бывает легких соперников, любой человек, который выходит в финал, я считаю, что он будет, ну, он уже по-любому, как бы, в финале терять нечего, бороться все будут. Некоторые, ну, как говорится, на финале люди борются лучше, чем везде, чем, ну, как бы там уже назад шагу нету, ты уже на пьедестале. Тут либо ты выиграешь, либо проиграешь, одно из двух, как бы, я считаю, что здесь, ну, как бы, что уже терять нечего, боремся, да, с медалями, как бы, мы уже с медалями, просто выходи, да, борись. Где-то тактически, вот, как бы, тренируемся вместе с одного региона, как бы, столько раз вместе боролись, как бы, в этот раз удача мне улыбнулась. А тогда вот такой вопрос, с кем бывает тяжелее бороться, с тем человеком, который вы друг друга на зубок знаете, какие сильные и слабые стороны, или с человеком, который, может быть, где-то наслышаны, и вот первый раз встречаетесь с таким человеком, может, другого государства, региона там? Я думаю, что сложнее бороться с тем человеком, который тебя знает. Он уже знает, что ты делаешь, как ты борешься. А в другой лишний раз иногда бывает, что наоборот, типа человек тебя не знает, тоже, ты его тоже не знаешь, не щупал никогда, не чувствуешь его, как бы тоже, пока к нему ключики подберешь, пока чего-то там, ну, по-разному бывает, честно, соперники разные бывают. А так, все, кто по сборной, как бы со всеми постоянно боремся, со всеми тренируемся, как бы, ну, все друг друга знают хорошо, и получаются такие схватки напряженные всегда. Ну что ж, поздравляю еще раз с очередной победой, и будем еще вас ждать в якутской земле. Поздравляю.